Владимир Путин поддержал идею переселять россиян из аварийного жилья в малоэтажные деревянные строения. Об этом президент России заявил во время совещания по вопросам развития лесопромышленной отрасли в Архангельске. Для многих россиян это станет удобным решением, отметил глава государства. Также президент поручил правительству поддержать соответствующую программу льготной ипотеки для расселения в деревянные конструкции. А власти на местах попросил заняться расширением мощностей для производства деревянных домов. Именно о готовности реализовать подобный проект на совещании с Владимиром Путиным сегодня заявил глава Коми. Мы совместно с нашим бизнесом, это в основном компания «Лузалес», отработали проект малоэтажного деревянного домостроения из МХМ. И я хочу сказать, что, конечно, это реальная совершенно мера исправления ситуации по аварийному жилью. Быстро, качественно, из своего материала, опять же, при поддержке собственного производителя. И это очень важно. На самом деле у нас остались только согласования с МЧС, и дальше мы готовы начинать домостроение из своего материала, в первую очередь, повторяю, для решения аварийного жилья. Также глава Коми отметил, что несмотря на санкции, республике удалось удержать лесную отрасль. Благодаря как своевременным федеральным, так и республиканским мерам регион не потерял ни одно предприятие. Все люди сохранили свои рабочие места. И хотя санкции усложнили работу, тем не менее в республике запланированы инвестпроекты на 5 миллиардов рублей. Инвесторы и приходят. То есть это говорит о том, что в нас верят и в правительство России, и в правительство Республики Коми, и вкладывают деньги инвесторы. Это очень тоже важный и хороший такой прогноз. Ну и по пилетам. Мы действительно сохранили, переориентировали. У нас до 90% наши производители отправляли пилет и брикет на экспорт. Мы что сделали? Мы за 2022 год переключили 58 котельных на биотопливо, а всего у нас 161 котельная. И на 2023 год поставили еще на переключение 46 котельных. То есть у нас итого по концу 2023 года 104 котельные будут работать на биотопливо. Это как раз вот реальная мера поддержки, почему и не сократились производство и люди по пилетам. Владимир Уйба также обратился к президенту России с предложением субсидировать приобретение оборудования для производства биотоплива. Сегодня основная проблема – транспорт. На территории Коми, где огромные расстояния, а дорог нет, наш регион предлагает ставить небольшие производства пилет в местах лесопиления, чтобы минимизировать транспортные расходы. Эта программа могла бы быть реализована в федеральном законе о северном завозе. Владимир Путин поблагодарил главу республики и отметил, что примет во внимание его предложение. Спасибо большое. Владимир Владимирович закончил доклад. Спасибо. Спасибо за ваше предложение. Я в конце тоже скажу об этом. Учтем.